В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». В студии Елена Лоло. Здравствуйте. В Сухуми состоялся Абхазо-Российский деловой форум. В этом году он прошел в 9-й раз и вновь собрал деловую и политическую элиту Абхазии и России. В тематике пленарного заседания и 4 круглых столов – актуальные экономические вопросы. В начале участники форума подвели итоги 10-летнего сотрудничества Абхазии и России. Далее обозначили перспективные направления по расширению товарооборота между двумя странами. Обсудили, какие барьеры влияют на экспортный потенциал Абхазии. Не обошли стороной темы улучшения качества туристических услуг и доступности кредитных ресурсов, а также темы сотрудничества в области информационных технологий. А еще объявили победителей ежегодного национального конкурса в сфере предпринимательской деятельности. Белла Кварча подведет итоги главного экономического события. 9-й Абхазо-Российский деловой форум открылся пленарным заседанием. Приветственный адрес от президента Абхазии Рауля Хаджимба зачитал заместитель руководителя администрации президента Абхазии Адгур Лушба. В обращении отмечалось, что ежегодно проводимый Абхазо-Российский деловой форум играет важную роль в развитии экономических взаимоотношений между Абхазией и Россией и способствует укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства между странами. Усилиями руководства Абхазии и России совместный форум с каждым годом развивается, становится более востребованным, весомым и, самое главное, он все больше нацелен на достижение практических результатов. Сегодня для обсуждения насущных вопросов на темы внешнеэкономического сотрудничества, дальнейшего развития туристической сферы, банковского сектора, информационных технологий, а также связанных с ними иных направлений в экономике, собрались представители власти, предпринимательского сообщества и научной среды. Уверен, что в ходе конструктивного и содержательного диалога вы сможете обменяться мнениями и опытом, обозначить существующие проблемы, а также заложить в рамках форума прочный базис для реализации новых совместных инициатив и проектов, отвечающих современным требованиям. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин зачитал участникам форума приветственное слово президента России Владимира Путина. Форум представляет собой отличную площадку для обсуждения наиболее актуальных направлений сотрудничества Абхазии и России, подчеркивалось в приветствии. Выражаю уверенность, что данное мероприятие окажет благотворное влияние на динамику развития российско-абхазских отношений и будет способствовать реализации большого потенциала нашего двустороннего сотрудничества. Рассчитываю, что предложения и рекомендации, которые будут выработаны в ходе работы сегодняшнего форума, станут хорошей платформой и действенным инструментом укрепления двусторонних связей, а также наполнения новыми проектами, обуславливающими перспективные точки роста торгово-экономических отношений наших стран. На открытии 9-го Абхазо-Российского делового форума заместитель министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин отметил, что сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Абхазия развивается по многим направлениям. При этом он подчеркнул, что за 10 лет Россия и Абхазия заключили более 100 самых разных соглашений. Министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба выступил с докладом. За годы работы этот форум зарекомендовал себя как площадка, в рамках которой происходит конструктивный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам абхазо-российского экономического сотрудничества. Подписываются инвестиционные договоры, выстраиваются эффективные горизонтальные связи. Вот уже четверть века Абхазия является суверенным и независимым государством, из которых последние 10 лет мы являемся признанными Российской Федерацией и рядом других стран. Уважаемые коллеги, 10 лет – это достаточно большой срок, опираясь на который мы можем подвести некоторые промежуточные итоги. За этот период объем валового внутреннего продукта Республики Абхазия увеличился практически вдвое. С 15,6 миллиардов в 2009 году до 30,7 в 2017. Внешнеторговый оборот Абхазии увеличился в 3 раза, с 7,1 до 21,4 миллиардов. При этом экспорт вырос в 6 раз, с 880 миллионов до 5,4 миллиардов, а импорт в 3 раза, с 6,2 до 18 миллиардов соответственно. Доходы государственного бюджета Абхазии выросли в 5 и 6 раз, с 1,7 в 2008
году до 9,5 в текущем. После пленарного заседания состоялась дискуссия. Участники обсудили проблемы в банковской сфере Абхазии, в развитии энергетики, говорили о способах повышения инвестиционной привлекательности республики. После дискуссии, на которой выступили министр экономики Адгур Арзанба, глава Черноморэнерго Аслан Басария, председатель Российско-Абхазского делового совета Андрей Сергеев и другие спикеры, состоялась церемония награждения по итогам конкурса Минэкономики и ТПП Абхазии «Лучший предприниматель». Лучшими в разных номинациях были названы предприятия «Хамса», «Премиум», «Кындык-Арго», Объединенный перерабатывающий комплекс, «Вина и воды Абхазии», ресторан «Эрцаху», «Велнес-парк Отель», компания «Амобайл». После обеда в рамках форума состоялись круглые столы на тему внешнеэкономического сотрудничества Абхазии и России, сотрудничества в сфере туризма, банковском секторе и в области информационных технологий и инновационного развития. Обсуждая правовые и организационные моменты внешнеэкономической деятельности, участники дискуссии отметили ключевые барьеры, ограничивающие экспортный потенциал Абхазии, а также перспективные направления в сфере товарооборота двух стран. Было принято ряд рекомендаций, которые в частности звучали на площадке этого форума и в рамках. Они принимаются к сведению, по ним зачастую проводятся дополнительные мероприятия с целью улучшения тех или иных индикаторов. Поэтому рассчитываем, что все эти предложения, все эти мысли, которые здесь прозвучат, лягут в основу развития дальнейших планов по улучшению внешней экономической деятельности между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Обсуждая на круглом столе проблемы туристической сферы, начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства России по туризму Исмира Яблочкина отметила, что основной акцент для развития туризма Абхазии нужно делать на национальном колорите. Думаю, что вопросы туризма актуальны для обеих наших стран, и для России, и для Абхазии, потому что потенциал, который у нас существует в сфере туризма, он огромен. И я думаю, что недалеко не секрет, что туризм – это один из драйверов развития экономики, улучшения благосостояния населения страны. Надеюсь, мы поделимся неким опытом, тем багажом, который у нас существует. И очень хочется надеяться, что это выльется во что-то практическое. В центре внимания круглого стола, посвященного банковскому сектору, находились вопросы денежно-кредитной политики. Шла речь о методах повышения капитализации банковской системы, о многих других аспектах, важных для развития банковской сферы в Абхазии. На круглом столе по теме информационных технологий и инновационного развития подробно обсудили, как применяется в Абхазии технология блокчейн. Мы считаем, что и для нашей страны эти все вопросы являются актуальными, и мы постараемся с экспертами, специалистами найти те решения, те проекты, которые перспективны для реализации у нас, исходя из наших текущих социально-экономических и финансовых возможностей. На площадке делового форума инвестиционным агентством республики была организована выставка предприятий и организаций Абхазии. Свою продукцию представил недавно открывшийся винный завод «Абхазвино». Амробанк презентовал мобильное приложение, которое позволит клиенту сотрудничать с банком в онлайн-режиме. Сбербанк Абхазии представил банкноты и монеты, в том числе юбилейную банкноту. Организация НЭМ экспонировала стенд, который представляет блокчейн-платформу. Кроме того, на выставке был представлен стенд с продукцией Сухумского молочного завода, а также особая экономическая зона Амра, которая была открыта в Галском районе. Белла Кварчия для событий недели. Для чего проводится экономический форум? Какие проекты и соглашения, подписанные на его площадке в предыдущие годы, дали импульс развитию экономики республики? Почему крупные инвесторы не спешат вкладывать в Абхазию? Об этом и многом другом в интервью министра экономики Адгура Арзанба. Здравствуйте, Адгур Амиранович. 9-й Абхазо-Российский деловой форум собрал большое количество абхазских и российских экспертов. На нем, в частности, обсуждались итоги десятилетнего экономического сотрудничества между Россией и Абхазией. Вот как бы вы оценили вот этот период? Да? Вот вы довольны этими итогами, этими результатами? Добрый день, Елена. Начну с конца. Вы спросили, доволен ли я. Честно скажу, что быть довольным можно, наверное, тогда, когда уровень жизни наших граждан будет достаточно высоким, тогда мы будем все довольны, спокойны. До этого момента, пока он не наступит, мы не можем быть удовлетворены тем, что есть.
как бы хорошо, как бы интенсивно все это не развивалось, какая бы ни была бы динамика, конечная цель и результат, которого мы должны достигнуть, это высокий уровень благосостояния наших граждан. Пока, к сожалению, мы этого не достигли. Есть определенные позитивные изменения, безусловно, они присутствуют. Они выражаются в первую очередь в том, что появляется все больше и больше новых предприятий, в том числе с участием российского капитала. Появляются предприятия достаточно хорошей динамикой, ориентированные на экспорт своих товаров в Российскую Федерацию. У нас экспорт неуклонно растет, и поэтому есть определенные результаты, определенные, которые можно характеризовать как позитивные. Конечно, за этот большой отрезок времени, тяжелый отрезок времени, наверняка есть и упущения тоже. Они всегда есть, они будут, потому что в любом деле без них никак не обойтись. Поэтому я думаю, что если подводить такой итог, нам надо просто оглянуться назад, посмотреть, что мы не доделали, в чем мы ошиблись, и сконцентрироваться на совместном решении этих вопросов. Вот вы сказали об упущениях. Вот вы можете какие-то конкретные примеры привести, где были сделаны эти упущения, где нужно наращивать? Я думаю, что даже не столько упущения, столько, можно сказать, не до конца проработали вопросы. В первую очередь, это абхазо-российская граница, пересечение. До сих пор особенно это ярко выражается в курортно-туристический сезон, когда, несмотря на все усилия, которые прилагались и прилагаются руководством, сохраняются очереди. Люди иногда вынуждены стоять для того, чтобы попасть в Абхазию по несколько часов в очередях. Это, конечно, неприемлемо. Этот вопрос нам надо решать. Он серьезно влияет негативным образом на туристическую привлекательность Абхазии. Это очевидная вещь. Потом в части касательно экспорта товаров Республики Абхазия на российский рынок. К сожалению, пока еще остаются сложности. Тяжело нашим товаропроизводителям выходить на российский рынок. Они сталкиваются с определенного рода барьерами. Но здесь надо справедливости ради сказать о том, что и с нашей стороны, наверное, есть определенные недоработки, потому что производство товаров, ориентированных на экспорт в другую страну, должно быть в полной мере соответствовать тем стандартам качества и всем иным требованиям, которые есть в той стране, куда ты собираешься продавать. И наши предприниматели иногда, особенно это мелких касается предпринимателей, не всегда выдерживают все эти высокие стандарты. Но здесь нужно сказать о том, что есть и определенные бюрократические проволочки, о которых, кстати, сказал сам президент Российской Федерации на встрече с нашим президентом, на последней встрече. Он сказал, что нам надо направить усилия на разбюрокрачивание процедур на границе с Абхазией. Это его слова. И в этом направлении, конечно, у нас еще остаются сложности. Потом у нас, на мой взгляд, есть еще определенная недоработка в части того, как закрепить валюту, рубль Российской Федерации. То есть мы ее используем по умолчанию в Абхазии, но никаких соглашений, вот есть практика мировая, валютные союзы заключают, валютные соглашения. Пока у нас такой практики нет. Поэтому мы, используя рубль Российской Федерации, мы практически его покупаем, обмениваем на свои товары, на услуги. Это для нас такой же товар, как и все остальные. В этой части, конечно, наши банки, наша банковская система, финансовая система испытывает достаточно заметный дефицит ликвидности, выражающийся впоследствии в отсутствии возможностей, инвестиционных возможностей банковских структур, когда нет длинных, дешевых денег.
И это тоже тормозит развитие нашей страны, развитие нашей экономики. Из того, что позитивного сделано, ну, очень много можно перечислять, потому что действительно Российская Федерация оказывала и оказывает нам большую поддержку в части бюджетного софинансирования. Это прямые дотации, частично направленные на поддержку увеличения заработной платы, ну и на восстановление разного рода объектов инфраструктуры, социальной в основном инфраструктуры, ну и автодороги, электроэнергия и так далее. То есть это все, что уже сделано, это вот та основа, которая у нас есть. Это большое количество этих объектов, вы все их знаете, это все заметные объекты. Ну и плюс за последние годы мы сумели все-таки реализовать в рамках разного рода совместных программ кредитования со стороны российских банков несколько достаточно крупных проектов. Таких проектов в Абхазии реализовано уже 8. И эти проекты, многие из них уже активно работают. Часть из них работает в том числе на экспорт в Российскую Федерацию. Это тоже достижение. Ну, если говорить в целом о экономике, то, как вам известно, большая часть, если брать топ-10 налогоплательщиков в Абхазии, это в основном компании с участием российского капитала. Очень успешно развивается, работает компания «Роснефть» в Абхазии, я имею в виду заправочные комплексы, автозаправочные комплексы, сеть. Они достаточно интенсивно работают, и, насколько мне известно, у них оборачиваемость, я имею в виду прибыли на единицу заправочной станции не уступает средним российским показателям, что очень хорошо. Ну, также сотовые операторы у нас, то, что работает мобильной связи, вы знаете, что Мегафон представлен у нас на 51% в соучредителях компании Аквафон. То есть это вот такие крупные проекты, которые в свою очередь стали такими драйверами развития. Они сумели, значит, нарастить свой капитал, бизнес, привлечь большое количество рабочей силы, создать новые рабочие места. Ну и плюс еще, естественно, налоговые поступления от них очень важны для нас, они бюджетообразующие компании. Вот это все наши наработки. Плюс, конечно, если говорить о туристической сфере, если взять динамику 10 лет назад и сегодня, конечно, эта ситуация совершенно другая. 10 лет назад мы и мечтать не могли о таком количестве туристов, которые у нас сегодня в среднем в год приезжает, и мы уже стабильно в год принимаем в Абхазии до 1,5 миллиона туристов. В основной части это, конечно, российские туристы. Это вот все, что как бы и имеет позитивный оттенок и позитивный результат. Ну, конечно, вопросов, которые нам предстоит совместно решать, огромное количество, и в 2 словах об этом трудно говорить. Скажите, какие еще крупные проекты, да, ожидаются в перспективе вот совместной российско-абхазские? Вы назвали там пару проектов таких бюджетообразующих. Будет ли что-то еще впереди? По производству винной продукции ряд предприятий вот в этом году одно открылось. Еще там есть планы, ориентированные на российский рынок, достаточно серьезные компании. Есть много примеров, то есть они, вот если в среднем звене, в среднем бизнесе достаточно большое количество туристических объектов, мини, средних отелей восстанавливается, вновь возводится, в том числе с участием российского капитала. Ну, частный бизнес, он работает, понимаете, условия для работы созданы. Между Россией и Абхазией действует соглашение о режиме торговли товарами, беспошлинная торговля. И товары, произведенные здесь, в Абхазии, они беспошлино ввозятся на российский рынок. У нас налогооблагаемая база совершенно иная, нежели в России. Вот если сравнивать налог на добавленную стоимость, НДС в Российской Федерации он 20%, в Абхазии всего 10%.
Поэтому наш рынок интересен людям, и люди приезжают, работают, и я думаю, что так будет продолжаться. Вы говорили о ситуации на границе как один из барьеров, да? Вот, а еще какие есть барьеры, ограничивающие экспортный потенциал Абхазии? В первую очередь, это недостаток финансирования. Вот, учитывая географические, климатические условия Абхазии, Абхазия идеально вписывается вот если говорить о российском рынке, в модель, которая сложилась на российском рынке, потому что в Абхазии без особых усилий можно выращивать те культуры, которые на территории Российской Федерации выращивать абсолютно невозможно, ну, в естественных условиях имеется в виду. Поэтому вот если мы в этом направлении, у нас появится финансирование, мы сможем инвестировать, то здесь у нас очень большой потенциал. И изучая российский рынок, я имею в виду импорт товаров, мы видим, что ни по одному из направлений, которые можно здесь выращивать, мы не можем, даже если мы весь свой потенциал, всю свою территорию будем использовать, все сельхозугодия, мы не сможем насытить российский рынок, даже узкосегментарно не сможем. То есть рынок колоссальный для нашей страны, и это большая возможность для нас, и тем более транспортная составляющая из тех стран, которые поставляют в Российскую Федерацию цитрусовые, например, мы ближе всех находимся. Ну и все остальные культуры тоже. Здесь, конечно, основной барьер — это недостаточное количество инвестиций, выраженных в отсутствии у банковской системы достаточных инвестиционных ресурсов. Потому что и вот говорят о том, что нужно привлекать инвестиции из-за рубежа, но многие об этом не знают. Мировая практика привлечения инвестиций, она совершенно поменялась за последние годы. Страны создают максимально благоприятные условия для инвесторов. К примеру, это не только налоговые преференции или что-то подобное, это и софинансирование со стороны государства, это суперльготные кредиты для инвестора. К примеру, в ряде стран существует практика, когда инвестор вкладывает до 50% в проект, остальную часть, 50% остальные, государство дает в виде совершенно льготного кредита. То есть инвестор, в принципе, уже мировая такая практика, что инвестор финансовые ресурсы для строительства он находит внутри той страны, в которой он вкладывает. Если возвращаться к финансам, когда в банках наших появляются деньги для того, чтобы оказывать содействие, то инвестиционные потоки существенно возрастут. Вот это основной барьер, который, я считаю, что нам совместными усилиями надо решать. Про инвестиционный фонд. Тем не менее, зарубежные инвесторы с неохотой идут в Абхазию. Они опасаются, что безопасность их инвестиций не гарантирована. Вот что нам нужно делать для того, чтобы менять этот инвестиционный фонд? Ну, в первую очередь, это правоохранительная система. Это в первую очередь, потому что в первую очередь это личная безопасность человека. Это основа основ. Во вторую очередь это судебная система. Соответствующая должна быть четкая, понятная система, такой прозрачный арбитраж. Ну и плюс, не менее важно, это правоприменительная практика. То есть, если есть контракт, то это должен быть контракт. Если есть право собственности, это должно быть право собственности. Никто не имеет права его оспорить. Во всех развитых странах существует именно такой подход. Диктатура закона. То есть все в рамках закона. Вот в этом направлении нам надо двигаться. Но первое, с чего надо начинать, это правоохранительная система. Она должна, конечно, есть, они работают, безусловно, определенные результаты. Вы знаете, легко критиковать, но сравнивать, вот если бы они эту работу, которую делают, не делали, было бы гораздо хуже. Конечно, проблем много, но вот эти проблемы нам надо решать, и я думаю, что это не только инвестиционную составляющую, это и туристический бизнес будет развиваться, потому что ни для кого не секрет, что и туристы тоже многие побаиваются в Абхазию приезжать.
потому что сложился определенный имидж, особенно после того, как вот последний случай произошел, вопиющий, в селе Приморской. Вот. Поэтому здесь, конечно, первая и главная скрипка — это правоохранительная система. А во всем остальном это универсальные инструменты и продукты, которые мы легко здесь можем применять и внедрять. Это очень, очень легко и просто. Ну и плюс политическая стабильность. Россия много лет оказывает нам финансовую помощь. Вы об этом уже упомянули. Вот на ваш взгляд, эта финансовая помощь дала ощутимый импульс развитию экономики Абхазии? Ну, конечно, Российская Федерация оказывает нам помощь. Это, я бы даже не импульсом назвал бы, я бы назвал бы это некой такой опорой для нашего бюджета. И эти деньги позволяли и позволяют нам вкладывать деньги в социальную инфраструктуру. Ну, социалка понятно. А что касается экономического развития, ну, это сопряженные вещи, потому что да, вы помните, было много критики о том, что зачем нам восстанавливать социальные объекты, если нет реального сектора экономики. Отчасти это справедливые замечания. И вот именно в этой связи, когда вот последние годы мы переориентировали часть средств именно на энергетику, большой объем ресурсов, и вот то, о чем я говорил, программа льготного кредитования, это 1 миллиард 200 миллионов рублей. Вот. Это все дало эффект, безусловно, это дает эффект. Но надо понимать же еще такую вещь, что у нас действительно взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией. Да, Россия нам помогает, но если взять десятилетний отрезок времени, то мы за 10 лет в Российской Федерации купили и привезли в Абхазию товаров на сумму больше, чем 155 миллиардов рублей. Поэтому у нас торговые отношения, у нас отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. И чем уровень жизни, покупательная способность в Абхазии будет выше, тем лучше для, в том числе и российских товаропроизводителей, ориентированных на абхазский рынок. Поэтому это взаимовыгодные отношения, и я думаю, что в таком ключе мы и дальше будем работать. Уважаемые телезрители, я напоминаю, мы беседовали с министром экономики Абхазии Адгуром Ардзинбом. Время получать награды. На российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве в категории зарубежных стран Абхазия стала обладателем гран-при выставки и завоевала рекордное количество золотых медалей – 11. 3 предприятия удостоились серебра, а 5 бронзы. «Золотая осень-2018» проходила в 20-й раз с 10 по 13 октября. В главном аграрном форуме России приняли участие представители свыше 60 российских регионов и 15 зарубежных стран. А теперь к другим темам уходящей недели. Президент Абхазии Рауль Хаджимба посетил 22-й форум журналистов «Вся Россия-2018» в Сочи, организованный Союзом журналистов России. Глава государства рассказал участникам форума о приоритетах во внутренней и внешней политике Абхазии, задачах, стоящих перед руководством республики, ответил на многочисленные вопросы участников встречи. 22-й форум журналистов собрал около 2500 человек, известных журналистов и общественных деятелей. Процесс становления государства очевиден. За это время в стране произошли серьезные перемены. Выстроены вопросы, связанные с темой безопасности. Создан единый практически оборонный контур, который позволяет нам уже думать о совсем других уровнях экономического развития нашей страны. Созданы условия для решения криминогенной ситуации. Это информационно-координационный центр, который содействует процессу решения этих задач. За это время в стране совершенно другой уровень возможностей стал благодаря той же российской стороне, которая содействует по нескольким направлениям. Сегодня
в полной мере решаются вопросы, связанные с организацией работ по линии инвестпрограммы, социально-экономическому развитию, что дает основание говорить о том, что и у Абхазии, благодаря этой помощи, есть серьезные подвижки и возможности для того, чтобы уже совершенно по-другому представлять свой бюджет. В Сухуми в закрытом формате прошла встреча руководителей Государственного таможенного комитета Абхазии и Федеральной таможенной службы России Беслана Цвинаря и Владимира Булавина. Беслан Цвинаря рассказал журналистам, что на встрече был обозначен ряд вопросов системного и стратегического сотрудничества между двумя структурами. Об итогах переговоров, проблемах на госгранице по реке Псоу и путях их решения рассказал руководитель ФТС России. Мы обсудили те вопросы, которые имеются на сегодняшний день. И договорились, каким образом их решить. Но у нас есть проблема с сезонным ввозом цитрусовых из Абхазии в Российскую Федерацию. У нас есть проблема подтверждения сертификатов соответствия. И мы обязаны перевести этот процесс в автоматический режим. У нас есть отдельные проблемы с оформлением сыпучих материалов, которые перемещаются из Абхазии в Российскую Федерацию. Мы договорились, что мы создадим дорожную карту в течение ближайших 10 дней и утвердим вместе с Бесланом Константиновичем ее на таможенном форуме, международном таможенном форуме, в день праздника Дня таможенников Российской Федерации 25 октября этого года. Кроме того, я хотел бы отметить, что мы также договорились на площадке Государственного таможенного комитета собрать весь бизнес, который работает на Российскую Федерацию, провести с ним диалог и услышать все запросы бизнеса, которые имеются на сегодняшний день, чтобы понять, что вообще нам нужно сделать для существенного ускорения таможенных процедур. Самшитовая огневка, мраморный клоп, а теперь еще один опасный вредитель растений – пальмовый долгоносик. 7 пальм на проспекте Леона в Сухуми будут спилены. Экологи констатировали, растения заражены опасным жуком. За свой жизненный цикл пальмовые долгоносики полностью уничтожают стволы пальм, даже взрослых крупных деревьев, которым около 100 лет. Пальмы являются неотъемлемым элементом садово-парковых ландшафтов городов Абхазии. Чтобы их сохранить, нужны срочные меры по уничтожению вредителя, говорят специалисты. На пальме признаки поражения, никакими пестицидами, никакими препаратами помочь невозможно. Единственный способ не допустить дальнейшее распространение – это вырубить и утилизировать пальму. Сегодня мы дали специальное заключение на вырубку этих 7 пальм в городе, согласовано с администрацией города, в том числе и с зеленым хозяйством. К событиям дня в субботу на набережной Махаджира в Сухуми с раннего утра многолюдно. Около 500 человек собрались для участия в 3-м по счету Сухумском забеге. В этом году приуроченном к 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Преодолеть дистанции в 5, 10 и 25 километров вызвались не только профессиональные спортсмены, но и любители спорта. А первыми на старт вышли самые юные на дистанцию в 1 и 2,5 километра. В Дранском кафедральном соборе состоялось посвящение в члены казачьего войска или по-иному верстание. Вступить в Сухумский особый отдел кубанского казачьего войска в Абхазии изъявили желание 12 человек. Они дали клятву верности казачеству и православию. Верстание проходило внутри собора. После молитвы в торжественной обстановке все кандидаты были посвящены в казаки. Затем во дворе собора состоялось торжественное построение всего отряда. В честь 322-летия со дня образования кубанского казачьего войска нескольким казакам были вручены почетные грамоты. В этом году у нас идет уже 2-е верстание. Каждый, изъявивший желание вступить в казачье общество, должен написать заявление, представить 3 ходатайства, выдержать испытательный срок полугодичный и сдать экзамен на знание казачьих традиций и основ казачьей жизни. Если он выдерживает это испытание, он допускается к верстанию. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.